сказать. Ну, послание я не буду перевирать, как бы на память все, значит, пересказывать. Значит, ну, оно очень интересно, почитайте его. А вообще, если рассказывать про Камбаламу Тигелова, он 12-й глава буддистов России в своей линии. Значит, у него очень интересная жизненная история. Ну, там прям многие моменты указывают на то, что это необычный человек. Во-первых, вряд ли принято оставлять, как сказать, детей без присмотра. То есть он был сиротой, в общем, и это очень редкий случай. То есть его фактически приютило, ну, практически посторонние люди его приютили. То есть такого в норме не бывает. Он в детстве демонстрировал различные интересные черты характера, навыки, там, вот, укращал животных больших, там есть известная история, где он там на быке скакал, ну, то есть вообще как бы, то есть сложно представить, что говорят, что ребенок там вылезет просто так, и как бы животное, значит, не будет сопротивляться особо. Это все-таки как бы присказки. Что из этого как бы реально, значит, он сделал? Во-первых, он построил Санкт-Петербург. Он был выдающимся общественным деятелем. То есть, помимо того, что он был реализованным йогином, о чем подробнее чуть попозже скажу, значит, он построил Санкт-Петербургский дацан. То есть самый северный дацан в мире, да, значит, вот был построен Камбаламой, ну не лично, конечно, но в смысле он руководил этим проектом. Он был в хороших отношениях с тогда еще живым императором, с Далай-ламами, в то время, значит, бывшими, с Хамбаламами монгольскими, то есть у него были обширные, как бы сейчас сказали, да, ну, связи именно гражданские, значит, светские, светские связи. Вот, по поводу его, значит, качеств как йогина. Он был, вот мы, помните, я вам Нагу показывал сзади вот дворца, где материальное тело хранится. Не просто так там изображена Гаруда, птица Гаруда, которая подавляет Нагу. Это символ лекарей. Почему? Потому что вот Гаруды символ лекарей. Потому как наги, вот эти живые существа, считается, что когда их цивилизации процветают, то соприкасающиеся с ними цивилизации других живых существ начинают болеть. Ну, не из-за того, что наги плохие. Это как крокодил, например, когда это антилопу, не потому что он думает, делаю плохо антилопе. Нет, это просто такая форма жизнедеятельности. Наги забирают энергетику из окружающих миров или, там, скажем, цивилизаций живых существ. И вот тогда развиваются различные пандемии, инфекционные заболевания, страшные моры бывают, если где-то наги очень сильно расплодились. И, соответственно, кто борется с этими медики, значит, МЧ лекари. И вот символом лекарей является вот эта Гаруда, которая, значит, держит под контролем этих наг. Там история тоже очень интересная. Наги когда-то в один из циклов, помните, я говорил, Дуйхор, тантрическая практика, это переводится с времени. Особенность этой практики в том, что они знают о том, как циклично развивается история миров. То есть повторяющиеся события, циклы времени, кала, чакра. Кальпа — время, чакра — круг. Дуин — время, хор, хор — колесо, цикл времени. Так вот, там у них есть описание того, что в какой-то из циклов, значит, наги так сильно расплодились, значит, что Гаруды их обнаружили, в общем-то, и оказалось, Гаруды — это огромные живые существа, начали этих нагов поедать. И вот им очень понравилось, они практически чуть не истребили всех нагов во всех мирах, и тогда наги пошли просить помощи у пробужденных существ Будды. Сказали, пощадите, помогите, значит. И Будды обязали Гаруд контролировать численность наг, но не устраивать геноцид. Поэтому Гаруда является символом этих лекарей. Так вот, Камбаламай Тигелов, он был выдающимся лекарем. Хотя бы тот факт, что он тысячи рецептов индийской и тибетской медицины адаптировал под местную флору, фауну и минеральное сырье. Представьте себе, тысячи рецептов с тысячами ингредиентов нужно подобрать на местности, соответствующие по составу или заменяющие. Это в наше время практически, я не знаю, какой труд титанический должен быть, когда у нас есть интернет и все под рукой, все данные. Вот. А он это сделал тогда. Вот. Плюс, он был Камбаламой, значит, когда уходил из жизни в 27 году, он попросил учеников не кремировать его тело, а поместить в деревянный ящик. Этот ящик здесь же стоит, рядом. То есть этот ящик тоже провел в земле 70 лет. Вы сейчас, на него ходаки обычно кладут, у него ходак положите. Посмотрите,
в каком состоянии дерево. И посмотрите, там уже, чтобы доски скрепить, новые гвозди забили, новые скрепы поставили, но там видно, значит, следы от сгнившего металла старых скреп. То есть металл превратился в труху, а вот эта живая материя дерева и тело, которое там находилось, не подверглось такому воздействию. Это очень интересно. Сейчас мы про научную часть тоже немножко про это скажем. Он попросил не кремировать, поместить в этот ящик и в землю, значит, зарыть, раз в 30 лет проверять на предмет сохранности. Вообще-то он не просто так ушел из жизни. Он садился в специальную, значит, предсмертную медитацию, тугдам называемую. И вообще в книгах у нас указано, что вот эта сохранность тела, высокореализованные йогины не просто так оставляют это тело, а оставляют подобно якорю. То есть он уходит в тугдам, но не умирает в этом тугдаме, а бывает, что йогин в тугдам садится, умирает, но тело там 2-3 недели не разлагается. Дамбрил Букша очень часто рассказывал нам случаи. В Индии, когда он учился, у них учителя, уже престарелые, уходили из жизни через эту предсмертную медитацию, а там Индия, жара, влажность невыносимая. И тело не разлагается даже без этих пятен крупных. Медик, когда лежит тело, уже кровь скапливается. И, то есть эластичные сосуды, значит, настолько, что кровь не пропитывает, этих даже пятен нету гниения. Это при тугдаме. То есть тело живое в этот момент, но признаков жизни у него как таковых нету, сердце не бьется, дыхания нету. Значит, он как будто сидит в таком замершем состоянии. Вот Хамбалама уходил тоже через тугдам. Чуть-чуть его ученики, я так понимаю, не дотерпели, значит, грубо говоря, 30 лет, и проверили первый раз чуть раньше, в 52-м, по-моему, году, да, значит, если я не ошибаюсь, ну, если в 27-29 ушел, значит, ну, чуть-чуть, значит, там 25 лет, грубо говоря, прошло, не 30. Когда его открыли, естественно, этот ящик, увидели, что тело вообще никаких признаков разложения не имеет. Когда-то в тот же момент, то ли перед непосредственно захоронением, то ли вот первый раз, когда его проверяли, решили на всякий случай, поскольку думали, что нарушена какая-то герметичность, засыпать солью, ну, чтобы еще сохранить это тело больше. И вот современные, значит, в интернете я часто вижу комментарии, что там удивляться, как бы его солью засыпали. Как бы и соль, это позже. Значит, даже если это как бы, даже эта соль действительно, а соль повлияла очень серьезным образом, сейчас я расскажу каким образом. То если, например, вот если предположить, что именно соль является источником консервации тела, да, предположим, то нужно понимать, что соль сохранила бы поверхность тела, но никак не остались бы нетронутыми внутренние органы. У Хамбалам это не мумия. У Хамбаламы все внутренние органы вплоть до глаз остались целы. Вы сейчас увидите тело крайне обезвоженное, то есть там проступают кости черепа, например, да? Значит, но при этом все внутренние органы целые. В 27 году, когда он уходил из жизни, если вы помните, где-то, ну не помните, в смысле знаете, в те же годы мумифицировали тело Ленина. Значит, и там целый институт работал над задачей, чтобы хоть как-то сохранить разлагающееся тело. Хоть как-то. И знаете, что сейчас там 90%-95% того, что лежит, значит, в мавзолее, это не остатки тела, это уже замещенные вещества, которые заменили ткани. Так вот, Хамбалама без всех этих, значит, манипуляций, казалось бы, да, особо сложных внешних, сел в тугдам и, значит, остался так сидеть. Засыпали солью. Для меня, конечно, как для медика, когда я сюда приехал, было очень много вопросов, как для биолога. То есть я думал, ну, это же маловероятно, что такое возможно. То есть мы же вроде взрослые разумные люди, должно быть какое-то разумное объяснение. Частично я его нашел сразу. В документах, которые есть в 2002 году, когда тело извлекали, пригласили медэкспертов, взяли образцы тканей, обнаружилось, что в тканях в 20 раз превышают норму селена, концентрацию селена. Он сам по себе у нас не накапливается в организме. Даже если мы растение с селеном съедим, то он спокойно выйдет, значит, у нас. То есть Хамбалама какими-то медикаментозными методами специально накапливал в себе селен. У селена есть свойство, когда он вступает в взаимодействие с бактериями, он нарушает их процессы, там, ну, там, скажем, копирования вот ДНК внутренней, значит. То есть это очень сильное бактерицидное средство. Не прямого действия, а косвенного. То есть он знал, что каким-то образом тело надо сохранить вот именно как якорь. Но это ладно. Это не объясняет некоторых моментов, которые я наблюдаю здесь. Сейчас вам про них расскажу. Вот когда его в 2002 году извлекали, если вы в интернете ролик видели, вы, наверное, обратили внимание, что он сидит в маске. Да? Вы не задавались вопросом, почему? Дело в том, что соль, утрамбовавшись за эти 70 лет, осталась вот на таком уровне,
и оставила на всех открытых частях тела химический ожог. Страшный химический ожог. У мертвого тела химического ожога быть не может. Я неоднократно работал с мертвыми телами в медакадемии, даже которые в формалине находились, то есть особо сильные дубящие вещества. Вот те повреждения тканей или те какие-то вот химические ожоги, которые наблюдают, когда тело консервируется, они сохраняются навсегда, и больше возникнуть новых не может. Мало того, что соль оставила уже значительно позже, как бы, когда он ушел из жизни, этот химический ожог, пока он находился. Самое интересное, что вот с 2002 года к данному моменту вы сейчас увидите, я не могу сказать, что кожа регенерировала, потому что надо признать всегда, что идет восстановление живых тканей, но тем не менее ожог сошел. Ничего себе. То есть вот маска-то была одета по одной простой причине. Очень нелицеприятно выглядело то, что соль оставила с лицом. Там действительно ужасное, значит, это. И то же самое с руками, значит, было у него. Вот все, что открыто было, кожа обожгла. Ну, представьте себе контакт с... Там соль-то ведь не такая, как бы, пищевая, там брали соль, значит, земляную, которая щелочи много и так далее, так далее, так далее, так далее. То есть это... Вот. Поэтому вы сейчас увидите, никакой специальной обработки тела не ведется. То есть вот я тоже как бы часто меня люди спрашивают, ну верно его там как хранят в особых условиях. Он сидит в открытом, значит, в этом саркофаге, воздух циркулирует, его переносит 8 раз в Чондуган. В книгах описаны подобные состояния. И вот таиландцы сюда приезжали к нам как-то, они говорят, у нас такой же сидит, таких же сидят двое. Значит, но правда, одного мы подкрашиваем, значит, а второго вообще как бы не касаемся, потому что у него он рассыпается весь. То есть это не сравнить с тем, что здесь, значит, находится. Эластичность суставов сохранена. Вот я тоже сначала думал, что это может какой-то ритуальный, какой-то религиозный, значит, какой-то обычай. Когда в центральный дуган тело переносит 8 раз в году, особенно в жаркие дни, я обратил внимание, когда был еще на первых курсах, лам подходит и промокает ему лоб. Что он делает? Зачем он так делает? Вот. А однажды я просто стоял рядом и это видел сам. Опять, я не могу сказать, что это пот, потому что надо сказать, что тогда работают потовые железы. Но тем не менее, какое-то взаимодействие именно в физиологичных местах, под мышкой, пардон, да, значит, на лбу выступает вот это вот, значит, испарина. И регенерация вот этой кожи лица, ну, так скажем, да, значит, открытых тел, восстановились кожные покровы. Для меня это вообще никак не объяснимо. Во-вторых, вот это взаимодействие с внешней средой все-таки говорит о том, что здесь не совсем труп, мягко говоря. Я вот часто прошу верующих людей или гостей, когда мы идем к Хамбалмейте Белому, не относитесь как к мощам, там не вещь находится. Отнеситесь как действительно к живому сложно, потому что все равно вы будете видеть, что это все равно тело, да? Значит, но держите в голове, что это якорь, за который держится сознание, которое еще не ушло, которое практикует, которое, возможно, именно ваше какое-то особое, значит, какое-то обращение к нему услышит и как-то отреагирует. Очень много таких примеров. Люди приезжают. Вот женщина, которая часто приходила ко мне, она, значит, ну, я часто такие вижу, значит, ситуации, пардон, у людей в глазах практически как безумных, потому что они такие вещи как бы рассказывают. Он говорит, он меня спасал целый год, говорит, у меня были видения, вот Хамбалмейте Белого. Он меня несколько раз от смерти, она в видео ездит, видимо, как бы, у нее были какие-то серьезные, значит, ситуации. Он говорит, мне прямо приходило видение Хамбалмейте Белого. Я, говорит, не первый раз здесь, я сейчас хочу, приехала сюда поблагодарить, потому что она приехала сюда какое-то время назад, посетила, значит, нетленное тело, как-то обратилась, и после этого в трудных жизненных ситуациях он ее целый год, значит, оберегал. Она приехала, сейчас со слезами стояла, поблагодарить его. То есть отнеситесь подобным образом к нетленному телу. Пойдемте. Его надо пересаживать из саркофага, в котором он находится. Ага. Да, да. То есть поднимаете его вот так? Да, да. Это в фильме есть. Не, он как, тело холодное? Ну, оно, самое интересное, что оно, вот там же градусник есть. Ага. И бывало, что даже у нас хранители проверяли, у него скачет температура. 1-2 градуса у него бывает разница со стабильной внешней температурой. Она неощутима практически эти 1-2 градуса. То есть ты его не чувствуешь как живое тело, конечно. Но все равно у него какой-то процесс идет температуры. То есть теплее, холоднее, да? Да, но незначительно, но это все равно существенно. Там глаза закрыты или? Глаза вот, почему спрашиваете? У меня ощущение, что открыты.
Я тоже увидела в этот раз, потому что была 1,5 года назад, мне он показался как в бинтах. Ага. А сейчас я вижу, Ну, этого нет. это очень интересно. Я глаза открытые. Ну вот глаза-то закрыты, но вот это хороший признак на самом деле, он как будто взглянул, говорят. Да. Да. И лоб прямо вот такой блестит. Вот в книгах у нас написано, что когда йогины уходят вот в этот, через трудами и сохраняют тело подобным образом, те, которые наиболее эффективно эту практику провели, у них с годами тело становится золотым. Вот то, что вы наблюдали. То есть, конечно, естественно, да, опять тоже как биолог вы вставили свое слово, безусловно, это какая-то деятельность, наверняка какой-то микрофлоры в коже, но особо микрофлоры, потому что у обычных трупов как бы не происходит подобного. Вот этот цвет, который сейчас у кожи, значит, лица, головы, он естественным образом приобретен, то есть это не покраска, не что-то Оно еще. видно, да. И в книгах указано, что с годами они вообще сиять должны начинать, то есть так и будет, А скорее всего. начинается Вот это сияние, начинается, сияние. процесс начинается. Да, Да. а не было 1,5 года. Я не видела. По моим собственным даже воспоминаниям, вот в 2010-х годах такого не было особого явления. Да, я не замечал его тоже. Я последние годы начинаю обращать внимание на это. Я даже 1,5 года назад видела. Я всем его другим видела. Мне как в луне, как будто в бинтах он сидел. Почему-то казалось. Ну вот я очень часто слышу совершенно такие вещи вроде разные. Люди приходят, смотрят на одно и то же, но видят по-разному его. Так я его совсем другим видела. Видимо, я думаю, под впечатлением после рассказа, как мне это рассказали, я его совсем другим, он даже смотрит.